Штурмовики-десантники садятся на боевые машины и на рассвете. Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman kompilasi menunjukkan upaya perlawanan keras pasukannya terhadap tentara Ukraina. Operasi penyerangan keras ini dilakukan di wilayah Kursk saat tentara Ukraina berani memasukinya. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 5 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penyerangan terhadap posisi Angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk oleh unit penyerangan pasukan lintas udara. Video diambil langsung oleh kru Rusia Dmitry Kulko. Tampak pasukan Rusia terlibat kontak tembak melawan tentara Ukraina. Rentetan serangan artileri, drone hingga granat juga menghancurkan kendaraan tempur hingga parit tentara Ukraina. Selain itu, terbaru juga dikabarkan pasukan Ukraina terlibat pertempuran dengan tentara Korea Utara di Oblast Kursk, Rusia dalam pertempuran pertama yang melibatkan pasukan dari Asia tersebut. Противник мало защищен, то тогда точечные удары. Долго оставаться на открытом месте нельзя. Противник начинает корректировать артиллерию с помощью дрона. Командир берет автомат рядового и ведет штурмовиков за собой. Делай, как я. Пошли справа потихоньку. Давай. Ползи. Задумка удалась. В лоб вышла группа, они отвлеклись на нее, и малая группа зашла с фланга. Взяла опорный пункт. Далее вся моя группа зашла на позицию, заняла круговую оборону. А вот и уничтоженные оккупанты. Кто их обнулил? Ты? По окопам быстро! Сумки все затащи! Блиндажи все проверить! Зачищают вражеские укрытия в лесополосе. Все боевики ликвидированы. Наши штурмовики по рации докладывают в штаб. Задача выполнена. Точку взяли. Бар встретился, как принял. Закрепляются, берут патроны и гранаты из захваченного арсенала ВСУ. Быка собрать! Дай мне тоже автомат! Заряжайте быстрее патроны! Наши десантники теперь готовятся встречать противника. Вскоре боевики попытались пойти в контратаку, но были уничтожены еще на подходе огнем артиллерии и ударных дронов. За курскую авантюру ВСУ продолжает расплачиваться большими потерями. Сколько уже сожжено натовской техники. Тульские десантники, продвигаясь вперед, вытягивают с освобожденной земли трофеи. Вот бронемашина «Кирпи» турецкого производства. И много на по Курской земле проехал? Да нет, немного. Где-то в районе километра, наверное. Ну вот явно FPV-шка влетела в окно, да, и пробила насквозь. Соответственно, пассажира уничтожил. Для этих атак в Курской области противник не пожалел машины Брэдли из последней партии, полученной от США. Они 2012 года выпуска, то есть ВСУ считаются совсем новые. Такого же песочного цвета, то есть изначально планировались для операции на Ближнем Востоке, а вот система управления огнем переведена на украинский язык. Теперь в известной американской машине есть режим в огню и выбор набоев. Панель адаптирована под новобранцев, которых людоловы недавно поймали на улицах украинских городов. Времени на изучение иностранной техники у них просто нет. Вот один из таких. Ты сколько служишь? Месяц. Меня просто отловили. Отцу. Отец помер. Как раз было 40 дней. Меня прямо из церкви взяли. Крымские десантники уже выгнали оккупантов за госграницу в Глушковском районе. Возле села Медвежье пришлось штурмовать бетонный бункер. Боец с позывным «Рысь» подобрался вплотную к бронированной двери. Все, он на крыше, все, пусть кидает. Все, отлично. У меня было там у одного, может, гранат 7. Я где-то из 7, может, 5 кинул под петли, чтобы петли загнулись, и дверь просто выгнулась. Слава богу, получилось, дверь слетела, и мы начали заходить. Командует штурмовиками десантник с позывным «Анди». Это название его родного села в Дагестане. 20 с лишним лет назад, во время вторжения боевиков в республику, жители Анди вместе вышли на защиту своих домов. Да, у меня отец воевал в 99-м, отбивал атаки боевиков. Дед воевал, получается, дядя. У меня это, можно сказать, преемственно. Я не мог остаться в стороне. Я много пытался сюда приехать. Защищать Родину – это самое святое, я считаю. Потому что Родина – это самое святое у человека. Дмитрий Кулько, Илья Репнин и Андрей Подгорнов. Первый канал. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.